памяти жертв геноцида осетинского народа во всех церквях и храмах республики прошли панихиды об упокоении всех невинно убиенных в результате геноцида 20-х годов. На панихиде по жертвам геноцида представители власти и граждане республики в знак памяти и скорби зажигали свечи памяти. Народ Осетии отмечает столетнюю дату геноцида осетинского народа. Этот день, конечно, помнили ежегодно на протяжении 100 лет, но сегодня ее отмечаем особо, потому что 100 лет – это большая дата. И за время этих 100 лет геноцид южных осетин еще и еще раз продолжался. Сегодня эту дату мы отмечаем не просто так, а хотим оповестить весь мир о том, что осетин целенаправленно уничтожали, чтобы их не было вообще на земле. И осетинский народ должен наконец понять, что нам нужно быть вместе, и вместе мы сила, и только тогда мы сможем выжить в такой тяжелой ситуации. Панихиды по жертвам геноцида прошли не только в нашей республике. Службы также прошли в церквях и храмах Северной Осетии. Я знаю, что сегодня молебны будут проводиться не только в Южной Осетии, но и в Северной Осетии, и даже в диаспорах, где проживают осетины компактно. И здесь вот храм Святой Троицы, храм Пресвятой Богородицы, они все проводят поминальные службы по невинно убиенным нашим согражданам. Почти каждую семью коснулись трагические события тех давних лет, когда в 20-х годах прошлого столетия грузины убивали осетин, просто потому, что они были осетинами. Изгоняли людей целыми семьями с родных земель. Сегодня мы не имеем права забывать всех тех, кто был убит от рук грузинских националистов, и должны чтить их память. Дар Бога – это жизнь, и отбирающий жизнь человека служит дьяволу. Как бы он ни назывался, какой бы нации бы не был, какой бы веры не исповедовал, он есть убийца, есть дьяволопоклонник. Мы, православные христиане, молимся. Мы, православные христиане, чтим память наших отцов и братьев, которые погибли в те страшные времена. И еще раз просим, Господи, не допусти до нас тех лихолетий, которые были. Во всех церквях и храмах республики с 12 часов дня до 17 часов вечера звучал поминальный звон. Сегодня, в День скорби и памяти, в республике приспущены государственные флаги. Стелла Бязарова, Арсен Гасиев, Рауль Кочев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня.